В прошлом году, в месяц Рамазан, я смотрел одну передачу по спутниковому телевидению, и там было обсуждение по поводу шиизма. Долгое время я и сам жил в Иране, знаком я и с книгами Маджлиси. И вопрос мой в следующем. Неужели нельзя быть просто братьями по вере, обучать наших детей Корану, давать правильные исламские знания? Брат, в чем ваш вопрос? В чем ваш вопрос, брат? Я просто призываю всех забыть все плохое. Ведь многие шииты сегодня отрицают то, к чему призывали шииты прошлого. Неужели нельзя забыть обо всех этих книгах? Если бы кто-нибудь просил бы вас забыть, что обвинил вашу маму или дочь в совершении зина, вы забыли бы об этом? Ведь все это есть в их книгах. Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли один важный момент. Шиизм содержит в своей концепции понятие такья. Такья – это утаивание, умалчивание. Они никогда не скажут вам о том, во что они действительно верят в своем сердце. Не скажут ни о своих желаниях, ни о своих чувствах. И вновь у меня книга Усуль аль-Кафи. Наш брат только что сказал, что некоторые шииты отвергают это. Но ведь шииты верят в непогрешимость 12 имамов. То, что они руководимы Господом. И неужели то, что одобряет их религия, одобряет их имам? И если шиит говорит «я не верю в это», то он также должен сказать «я не верю в имамов». Он должен сказать «я не верю в шиизм». Он должен покаяться в том, что был шиитом, но если он продолжает говорить и верить в то, что он говорит, при этом утверждая обратное, то значит он лжец. Он лжет и обманывает. И вновь обратимся к Усуль аль-Кафи и увидим, что на тему такья здесь есть отдельная глава. Такья означает, что шиит будет жить с вами и не даст вам знать, что он шиит. Они будут молиться с вами, но сердцем они не будут молиться. Они хотят лишь одурачить вас, обмануть, оставить в дураках. И все это ложь, обман, притворство. Здесь говорится: он говорит, 90% религии это такья, то есть ложь. В каждом обществе есть определенные фундаментальные принципы, и в любом обществе ложь это зло, что-то отвратительное. Прелюбодеяние это грех, это мерзость. Ругательство в адрес других людей, критика. В любом обществе, будь то христианском, иудейском, буддийском или атеистическом, в любом обществе ложь, прелюбодеяние, ругательство в адрес других людей – это является злом, это зло. Но шиизм – это такая вера, в котором все это является поклонением. Прелюбодеяние у них становится видом поклонения в форме мута, временного брака. Ругательства разрешены, когда они ругают Абу Бакра. Мы читали о том, как они ругали Айшу, Хафсу, Абу Бакра и Умара, да убережет Аллах. Если кто-то ругает вашего отца или мать, неужели вы скажете: да, это не важно, можешь делать, что хочешь? Это то, о чем вы говорите? Если кто-то ругает вашу жену или проклинает ее, неужели вы скажете: хорошо, скажи это еще раз? Но если вы не готовы терпеть это, когда кто-нибудь показывает неуважение к вашей жене, вашей маме, как же мусульманин может терпеть ту чушь, которую говорят об Айше, Хафсе, Абу Бакре и Усмане? Я не говорю, что нужно идти и применять какие-то насильственные меры, но вам следует знать, что такое ислам. Вы должны знать, кто ваш истинный друг. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда вы увидите, как люди ругают моих сподвижников, то скажите: пусть на вас будет проклятие Аллаха.